Видео, которым поделилась немецкая уйгурская молодежная инициатива, стало вирусным в социальных сетях и привлекло внимание всего мира. В видео активисты Мукаддас Мемет, Амина Турсун и Эсма Мамтимин рассказывают душераздирающие факты, с которыми сталкиваются уйгуры, этническое меньшинство в Китае, состоящее в основном из мусульман. В 37-секундном видео 3 женщины, все рожденные, живущие в Германии, в возрасте 18, 20 и 21 года, идут по улице и делают короткие заявления, некоторые из которых остроумные, а некоторые чрезвычайно серьезные. Видео публикуются с хэштегом «Of course». В переводе эта фраза означает «конечно», чтобы говорить об этнической принадлежности, работе или других проблемах. Трендовый хэштег охватил соцсети. Углубленное расследование просочившихся в публичный доступ документов китайской полиции показало, что тысячи мусульман в Восточном Туркестане были наказаны за чтение священного Корана. Так, более 400 женщин, некоторым из которых было за 80 лет, осуждены китайской полицией за ношение религиозной одежды, а также за приобретение или распространение религиозных знаний. Используя анализ файлов, исследователи из уйгурского проекта по правам человека, базирующегося в США, пришли к выводу, что в общей сложности сотни тысяч женщин, вероятно, содержались под стражей из-за чтения Корана. В 2017 году 70-летний Патихан Имин был приговорен к 6 годам тюремного заключения. Его преступления как раз заключались в чтении Корана и ношении религиозной одежды. Международный саммит по свободе вероисповедания начался 30 января. На открытии мероприятия присутствовал член Палаты представителей США Крис Смит. Как сообщает Fox News, темой саммита, который стартовал в столице США Вашингтоне, стал закон о предотвращении принудительного труда уйгуров. Закон предполагает, что все товары, производимые в Восточном Туркестане, создаются с помощью принудительного труда, если не доказано иное. Член Палаты представителей США Крис Смит заявил, что уйгуры нуждаются в большей защите. Уйгурско-американский активист и спикер саммита Рушен Аббас сказал Fox News, что разделяет аналогичное мнение о законодательстве. «Нам действительно нужно применять это более решительно. Китайские компании и многие другие компании по-прежнему получают прибыль от уйгурского народа», говорится в заявлении. В ночь на 2 февраля на тепловой электростанции в Бишкеке произошла крупная авария. Министерство энергетики страны ранее объявило об ограничениях на отопление и горячее водоснабжение. По данным местных СМИ, первоначальной причиной инцидента стал взрыв одного из котлов. Глава МЧС страны Бубек Ажикеев заявил, что на ликвидацию последствий аварии уйдет от 5 до 7 дней. Кроме того, Ажикеев подчеркнул, что саботаж также рассматривается как одна из версий произошедшего. Фондовые рынки Китая и Гонконга в последнее время значительно упали, достигнув самых низких уровней за последние годы. Инвесторы и рыночные стратеги выразили обеспокоенность по поводу здоровья китайской экономики, на которую повлияли медленный рост и проблемы в секторе недвижимости. Тони Рот, главный инвестиционный директор Wilmington Trust Investment Advisors, объявил об изменении своей инвестиционной стратегии, отдав предпочтение другим развивающимся рынкам, а не Китаю. Это изменение связано с собственными целями эффективности и оценки рисков инвестиционных менеджеров. В Китае казнили мужчину, который убил своих 2 детей, выбросив их из окна многоквартирного дома, и свою возлюбленную. Джан Бо, отец детей, и Е Чен Чень, его возлюбленная, ранее обвинялись в убийстве 2 детей Джана, рожденных в первом браке. Джан Бо развелся с первой женой после того, как завел роман с Е Чен Чень.